В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Стоп геноциду палестинского народа. Во всех мечетях республики жители продолжают совершать тахаджуд намаз за братьев мусульман. В своих дуа к Творцу они просят мирного неба для всей уммы. Прокачивая скилл. Профессионалитет – это образовательная программа в колледжах, которая позволит учащимся стать высококвалифицированными специалистами на ведущих предприятиях страны. В Чеченском государственном колледже реализуется образовательная программа «Профессионалитет». Сколько студентов охватил проект? Забота о тех, кто воспитал героев. Пациенты ушли отсюда довольными. Мы надеемся, что данная акция – это всего лишь начало той доброй работы, которую мы начинаем сегодня. Члены семей участников СВО прошли бесплатное медицинское обследование в диагностическом центре РУМ. Сколько человек узнали состояние своего организма? Тысячи верующих собираются на коллективные тахаджуд намазы в мечетях республики. Они просят обезопасить народ Палестины от притеснителей. Жители с глубокой печалью следят за трагическими событиями в секторе Газа. Слово Адаму Магомедову. Уже несколько дней тысячи верующих Чеченской Республики, откликнувшихся на призыв главы региона, совершают тахаджуд намаз в поддержку палестинского народа и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Множество людей собралось в центральной мечети Грозного, сердца Чечни. Муфтий региона Саала Хаджи Межиев рассказал о важности проведения подобных мероприятий во благо всей мусульманской уммы. İşt berkatiye paçawen vaların dal khastan bu taashiye koyoch dal khastan bu ona elçi maduk na'bu dunen chu maduk dukka holday baynawayn dukka paçash baynawayn tagana qiyomat sagelçi os Palestina doştolch holaha bistkhiller ghil dolsh Dukka bu sobne paçalışka satsna buk bistkhiller gil dolş khidade kondica bistkhil o dica dizak dim diz dela tahana dogloş usobo şolşan bistkhil aytsavish ostaypan duk hal dela gil gokoyn dela Peygamber aleyhissalatu vesselam sun ummata dogloşdu duanishdash bu khazne sancho dogloş bu. Под предводительством муфтия верующие совершили коллективную молитву, а после сделали дуа, прося Всевышнего помочь мусульманской умме. Собравшиеся также прочитали мавлид, восхваляя Всевышнего и пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Все жители региона надеются на то, что войны будут закончены, справедливость восторжествует и Всевышний примет молитвы о помощи. Sen yaşul gilo dondu işte dondu deli dondu iş hala bir dondu işte erbaqın ya var kartağın belki. Allah değil şey diyor niyet doluş ve tahajjud lamz diyakando ve deli Allah deli diyah tana от Палестина doluş Holland ya hava busal bejerşna от Allah deli partoy yokşa çertulam yokşa masu ağırcana dikç ağır Подобные религиозные мероприятия проводятся во всех мечетях Чеченской Республики. В регионе много неравнодушных к трагедии народа Палестины, которые ежедневно молятся за своих братьев по вере. Адам Магомедов, Турпал Али Тайсумов, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика.
Хасмагомед Кадыров провел совещание, на котором подвел промежуточные итоги работы мэрии. Участие приняли заместители, помощники и префекты городских районов. Ответственные лица отчитались об итогах работы по различным отраслям деятельности и определили задачи на грядущий период. В завершении встречи градоначальник подчеркнул, что до конца года осталось немного времени, поэтому необходимо усилить работу по всем направлениям. Диагностический центр РУМ организовал медицинское обследование для семей участников СВО. Организаторами выступили региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова совместно с Департаментом по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства. Наталья Депутатова с подробностями. Сын Магомеда находится на передовой среди участников СВО, выполняет свой гражданский долг, защищает родину. Пройти бесплатную диагностику ему предложили по телефону. В рамках акции он решил проверить почки. Перед самой процедурой пообщался со специалистом, рассказал о своем диагнозе. В первую очередь хочу поблагодарить всех организаторов и, естественно, врачей. Чувствую, что они действительно имеют высокие квалификации с первого даже общение, потому что даже я не до конца рассказал, что и как мое состояние. Человек мне уже сразу начал объяснять, что это так, что вот я не настолько надо переживать. Был у других УЗИстов, например, один человек, не буду называть место, и товарища, он даже сказал, что у меня одна только почка, у вас второй почки нет. Этот человек сразу увидел и сказал, что вот у вас почка работает, но она немножко в форме меньше, чем другая. Организаторами акции выступил региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова совместно с Департаментом по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики. Для семей участников специальной военной операции здесь им проводится комплексное обследование, УЗИ, МРТ. В общем, весь коллектив диагностического центра РУМ прикладывает все усилия для того, чтобы пациенты ушли отсюда довольными. Мы надеемся, что данная акция – это всего лишь начало той доброй работы, которую мы начинаем сегодня. Надеемся, что данная работа у нас будет продолжена. Хочется выразить благодарность, безусловно, главе Чеченской Республики за ту возможность, которую он оказывает именно у нас в регионе, а также всему коллективу диагностического центра РУМ. В клинике РУМ-диагностик самое современное оборудование, УЗИ всех органов и тканей. Есть собственная лаборатория для забора и исследования крови, в том числе и на биопсию. А есть какое-то запланированное количество тех, кто будет? Нет, мы сегодня целый день? Да, у нас сегодня весь день, и мы сегодня постараемся принять всех участников, которые будут к нам поступать. Маммографические исследования на новом оборудовании производят квалифицированные специалисты. Результаты отправляются в клинику Санкт-Петербурга для консультации с коллегами. Также в клинике проводится компьютерная томография и магнитно-резонансная томография для последующей постановки диагноза и разработки схемы лечения. В сети клиник РУМ-диагностик функционирует МРТ для различных видов исследования головного мозга, позвоночника или суставов. Он последнего поколения, единственный в республике открытого типа. Для пациентов с клаустрофобией, боязнью закрытого пространства. Все исследования можно пройти за один день. Здесь же обработают результаты и направят в поликлинику, где пациент проходит лечение, для того, чтобы врач смог изучить их и назначить необходимое лечение. Это очень удобно для того, чтобы больной не ездил по несколько раз в разные лечебные центры. Наталья Депутатова, Мовцар Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Чеченский государственный колледж участвует в уникальной программе по подготовке специалистов «Профессионалитет». Цель данного федерального проекта – быстро и качественно обучить молодежь навыкам, востребованным на рынке труда. Медина Мударова разбиралась в тонкостях освоения новых образовательных программ студентами. Профессионалитет – это образовательная программа в колледжах, которая позволит учащимся стать высококвалифицированными специалистами на ведущих предприятиях страны. В проект входят ключевые отрасли экономики от сельского хозяйства и металлургии до IT и атомной промышленности. Все они реализуются в Чеченском государственном колледже с 20 сентября. На данный момент обучение проходит уже 4-я группа на 7 стажировочных площадках. Курсы позиционируют себя как пристанище для тех, кто хочет стать лучшим в своем деле и построить успешную карьеру. Какие неисправности вы нашли по системе электрооборудования? По системе электрооборудования мы нашли неисправность в катушке первого цилиндра. Низкое напряжение на катушке и не работает вторая форсунка. Ищем
где-то обрыв цепи. Одна из специальностей – ремонт и обслуживание автомобилей. Юнус Хасаев 5 лет работает мастером производственного обучения в Аргунском государственном техникуме. За это время профессионалитет его второй курс по повышению квалификации. Залог успеха – это постоянное обучение, признается мужчина. Мастер, в первую очередь, он должен каждый день учиться чему-то новому и совершенствоваться в этом. Я так думаю, и курсы повышения квалификации – это именно то, что способствует этому. По данной специальности обучается 27 человек. В обычной жизни они преподаватели, мастеры в своих направлениях, но не в период обучения. Свежий взгляд на свою профессию и пути к успешной работе – это то, что дают курсы. Мы тут проводим ремонт обслуживания двигателя, ремонт обслуживания коробки передач, тормозная система, электрическая электронная система и электрооборудование. То есть я считаю прохождение стажировки важным, потому что преподаватели могут потянуть свои знания и передать знания студентам. Эти курсы – будущее нашей профессии. Успех – это не случайность, а результат постоянного развития. Обучающиеся это хорошо понимают. Обучение проходит строго по расписанию, все как должно быть. Вот даже цех очень, скажем так, много возможностей для того, чтобы обучаться. Не только студентам, но и преподавателям, которые заинтересованы в этом. По специальности экономика и бухгалтерский учет обучается 21 человек. Для них предусмотрена качественная образовательная программа. Прежде чем ввести остатки, мы должны для начала установить дату. Нам уже в задании выдана эта дата, 30 апреля. Мастер общестроительных работ, оператор информационных систем и ресурсов, а также множество модулей в этих направлениях. Это шанс инвестировать в свое будущее и стать настоящим профессионалом. Сама стажировка проходит всего в 6 дней. Первый день у них идет ВКС, это дистанционное подключение через телемост, и наставник, и слушатели подключаются дистанционно. Со второго дня уже слушатели приходят уже к нам на площадку. Последний день, уже 6-й день, стажировщики, поменяя свои навыки, которые они приобрели во время стажировки, уже на демонстрационном экзамене, и комиссия оценивает их, подключается на демонстрационный экзамен просвещения Государственного университета и с академией также подключаются, задаются вопросы, проверяется все, что они изучили. И на последний день уже завершается их стажировка. В Чеченском государственном колледже планируют обучить около 200 специалистов разного профиля. А всего по России ожидается, что до 2023 года проект поможет подготовить более 1 миллиона человек. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном продолжается благоустройство дорог. Укладывают асфальт, пешеходные переходы приводятся в нормативное состояние. Работы на данный момент идут по улицам Авторханова и Каменщикова. А активисты Общероссийского народного фронта следят за качеством. Мадина Кураева продолжит. Напоминаю, высоту бордюрного камня на пешеходном переходе, эта высота не должна превышать 4 сантиметров. Общероссийский народный фронт уже не первый год успешно выполняет свою работу. На улице Авторханова активисты также провели проверки. Протяженность дороги 850 метров. Ремонт провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Данные улицы были включены в нацпроект в связи с тем, что на эти улицы у нас находятся в первую очередь это соцобъекты. И согласно просьбам жителей города Грозного, мы делали мониторинг обращений граждан территории города Грозного. И после анализа и мониторинга были отобраны данные улицы. Дорогу сделали удобной не только для водителей, но и пешеходам. Так проведены работы по устройству 12 съездов, 21 светофора, установили 24 дорожных знака, появились новые площадки для отдыха, стоянки для транспорта, а также 11 пешеходных переходов. Еще один объект, который отремонтировали, это улица Каменщиков. Здесь расположены 2 детских сада, мечеть и другие социальные объекты. Протяженность дороги 800 метров. Здесь также установили 79 дорожных знаков, 2 искусственные неровности и 5 пешеходных переходов. Особое внимание общественные контролеры уделяют на доступность объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы посмотрели Авторханову, там все идеально, так у нас никаких претензий нету, все качественно. Здесь Каменщикова улица, вы видите, здесь тоже разметка, все сделано в соответствии с нормативом. Вот здесь этот район очень благоустроен. На территории
Грозного в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году отремонтировано 62 улицы с общей протяженностью 50,2 километров. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Дети и взрослые получили возможность увидеть зрелищные представления артистов и дрессированных животных. В Грозный приехал цирк мистера Люмаки. Кто стал первыми зрителями и какие эмоции они получили в сюжете Валентины Гусевской? Цирк мистера Люмаки приветствует детей и взрослых на своей шоу-программе. На манеже выступают ловкие гимнасты, воздушные акробаты, которые забыли о земном притяжении, и, конечно, смешной клоун. Выступление на канате, как девушка ходила по канату. Это было очень красиво, страшно. Около 1000 ребят получили возможность стать первыми зрителями выступления в спортхолле «Колизей». Это дети из малоимущих семей, участников СВО и погибших сотрудников при исполнении. Фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова всегда уделяет внимание таким интересным и знаменательным мероприятиям, чтобы подарить счастье и положительные эмоции детям. Но хочется выразить благодарность Аймане Несиевне и Рамзану Ахматовичу Кадырову за то, что не забывают про наших детей, за оказываемое большое внимание. Дети каждый раз с радостью ходят на такие мероприятия. Цирк Люмака впервые в Грозном. Участвуют в шоу-программе профессиональные артисты из России и Танзании. Зрители восторженно приветствуют и животных, дрессированных щенков и свинок-футболистов. Каждый номер представления кажется необычным. Магия цирка увлекает юных зрителей и их родителей, заставляя поверить в чудо. Зрители предупреждают, на сцене хищники. Главные герои программы – африканские львы. Ой, здесь очень много. Есть силовой, экстрим, балет. И самого главного у нас есть львы Африки. Они, ребята, очень красивые, во-первых, и хорошо исполняют свои трюки. Шоу порадовало всех, и маленьких зрителей, и пришедших с ними взрослых. Каждый из них вышел с переполненными от счастья эмоциями. Ну а само цирковое представление мистера Люмаки продлится до 29 октября. Валентина Гусевская, Аслан Ахматов, Харон Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев. И пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.